Уйгуры нашли воинственного степного вождя кочевников, Темуджина, и сделали его Чингисханом, великим ханом самой большой континентальной империи мира. В 1206 году уйгур Тататунга короновал Темуджина и вручил ему символ власти – государственную печать. Только после этого он стал именоваться великим ханом, Чингисханом, а народы-кочевники Цезубу – монголами. Юаньши сообщает, в год Цезис 1209 год Идикут уйгуров Барчук, услышав о восходе Чингисхана на севере, убил киданьского наместника и возжелал присоединиться к монголам. Чингисхан провозгласил Идикута Барчука своим пятым сыном и выдал ему в жены свою дочь. Сокровенное сказание монголов пишет, Табин Идикут, одарили его милостями и поставили пятым сыном. Уйгуры стали для монголов учителями. А там Алик Джувини писал, так как у татар не было письменности, Чингисхан повелел, чтобы дети татарские выучились грамоте у уйгуров и его законы и повеления запечатлели бы на свитках. И это, все записанное уйгурскими письменами, назвали Великою книгою Яса. Как же уйгуры надоумили Чингисхана создать империю? Кочевники-монголы не имели административной системы, все строилось на военной и родоплеменной иерархии. После присоединения к Чингисхану в 1209 году уйгуры стали основателями государственной системы Монгольской империи. Финансовая поддержка. Богатые уйгурские купцы вложились в армию Чингисхана, снабжая лошадьми, оружием и разведданными. Уйгуры контролировали торговые пути, обеспечивая армию продовольствием. Администрация. Уйгуры стали главными чиновниками, дипломатами, писцами империи. Уйгурское письмо стало государственным. Уйгурские чиновники выстроили систему переписи, налогообложения и управления по образцу уйгурского каганата. Советники объясняли монголам, как править завоеванными оседлыми народами, включая Китай. Историк Джон Бойл пишет, уйгуры стали управленцами, через которых монголы восприняли административные технологии. Когда Чингисхан пошел войной на могущественного Хорезмшаха, уйгурский Идикут Барчук со своим 10-тысячным войском присоединился к завоеванию Средней Азии. Чингисхан также попросил помощи у императора государства Сися, но получил обидный отказ. Военачальник государства Сися сказал, «Если сил твоих недостаточно, то как же ты смеешь называться ханом?» Разъяренный Чингисхан поклялся, «Клянусь синим небом и духами предков, не оставлю этого без отмщения. Пусть души моих врагов будут выброшены в пустыню, их имена будут стерты, а их царство обращено в пастбище для моих коней». Император Сися хотел наладить отношения, признать вассалитет и отдал свою дочь в жены Чингисхану. Юаньши пишет, правитель Сися выдал дочь и просил мира, но его сановник Аши Ганьбу прежде оскорбил его словами. Тогда император решил покарать Сися. Один из чиновников позволил себе дерзость, не царь, не император. Но это оскорбление стало фатальным для самого Чингисхана и империи Сися. Так что же за государство было на самом деле империя Сися, чиновники которого осмелились дерзить самому Чингисхану? Это была буддистская Тангусско-Уйгурская империя, равная Китаю империя Сун платила ей дань. Письменность Сися была создана по уйгурскому образцу. Ее создатель Лянь Тацзянь взял за основу уйгурскую письменность, упростил и адаптировал под фонетику тангутов. Уйгуры были носителями письменной культуры Центральной Азии. У них уже были архивы канцелярий, кадры чиновников и каллиграфов. Уйгурские канцелярии действовали при дворе Сися, сохранились титулы и печати, в которых четко виден уйгурский бюрократический стиль. Западные районы Сися, включая Гаочан и Хами, были населены потомками уйгурского каганата. Сун Ши пишет, Ли Демин отправил уйгура послом к Сун, преподнес лошадей и верблюдов, и просил даровать буддийские сутры. Для самой важной миссии получения священных текстов император Сися посылает уйгурского чиновника. Уйгуры были не только мозгом, но и кошельком империи Сися. Цитата из Сунхои Я Цзига. Люди Ся-Тангуты всецело зависят от чая и шелка как от источника жизни. Путь чая и шелка непременно пролегает через земли уйгуров. Уйгурским купцам в государстве Ся было даровано особое право беспошлинной торговли. Шелковый путь, чайный путь, жизненная артерия империи Сися, контролировался уйгурскими купцами. Уничтожая государство Сися, Чингисхан рубил не врага, а собственную руку, которая кормила его империю. Уйгурские советники постоянно твердили ему одну простую истину: зачем нам мертвый город, когда живой платит налоги? Но в случае с империей Сися Чингисхан впервые не послушал уйгуров. Монгольский степной закон мести оказался сильнее уйгурского имперского прагматизма. К чему это привело? Великий завоеватель мира умер в походе на государство, которое уже было фактически своим. Чингисхан бессмысленно погиб, сводя личные счеты с одним из чиновников империи. Так как же умер потрясатель вселенной? Его убила уйгурская тангутская принцесса. Эту легенду подтверждает персидские источники Рашид ад-Дина.
После варварского разрушения империи Сися и поголовной резни населения уйгурская тангутская царевна Гульбелчин, выданная в жены Чингисхану, во время брачной ночи заколола его скрытым кинжалом, отомстила за уничтожение своего народа и государства. Империя, рожденная уйгурским разумом и монгольской волей, не пережила гнева и чувства мести монгольского вождя. Чингисхан не оставил детям стабильного механизма наследования, и с его смертью запустилась цепная реакция распада монгольской империи и междоусобной войны наследников. Чингисхан мог стать основателем тысячелетней империи, но стал ее могильщиком и вечным предостережением. Ослепленный местью правитель теряет разум и губит все, что создано. Вместо цветущих городов-оазисов с караван-сараями, колодцами и рынками от империи Сися остались груды камней и выжженная земля. Судьба императора Сися. Согласно Юаньши и сокровенному сказанию, последний император Сися Лисянь вышел из осажденной столицы Чжунсин для капитуляции. Монголы, следуя последнему приказу Чингисхана, казнили его. Его казнь носила сакральный характер. Это был акт символического уничтожения самой государственности Сися. Его обезглавили, глава государства лишался головы, как и его империя. Саша Ганьбу, чьи слова стали катализатором катастрофы, монголы обошлись еще более демонстративно жестоко. Он был захвачен в плен. Согласно источникам Рашид ад-Дина, его мучительно казнили, в конце концов отрезав ему язык и выколов глаза. Его казнь была не просто мучительной, она была символической карой за оскорбление. Отрезание языка – прямое наказание за те самые скверные слова. Выкалывание глаз – наказание за то, что он не увидел истинного могущества Чингисхана и позволил себе усомниться в нем. Их гибель стала точкой в истории тангутского народа, который был истреблен и ассимилирован.